Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Акцент», в студии Ольга Старостина. По традиции, перед началом нового учебного года проводится августовское совещание педагогических работников. О том, какие вопросы будут рассматриваться на очередном совещании, расскажет нам сегодня министр образования и науки Якутии Владимир Егоров. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Какие основные события прошлого учебного года? Какие вопросы будут обсуждаться на августовском совещании? Какие направления развития системы образования наблюдаются? Ответы на эти и другие вопросы вы услышите в этом выпуске передачи «Акцент». Владимир Анатольевич, перед тем, как мы поговорим об августовском совещании, давайте обозначим основные моменты прошлого учебного года. Что вы можете об этом рассказать? Значит, этот учебный год был довольно-таки насыщен на самые разнообразные события. Конечно, всегда все основные события проходят во время учебного года. Но я скажу о некоторых ключевых. В октябре прошлого года мы открыли детский технопарк «Кванториум» на базе Дворца детского творчества при участии 3 наших организаций. Это и Малая академия наук, это и Центр дополнительного образования «Юные якутяне», это и сам Дворец детского творчества. Здесь нам очень хорошо помогли власти города Якутска, которые выделили 30 миллионов на ремонт, подготовку помещений. Также мы смогли получить 57 миллионов из федерального бюджета на закупку оборудования. И, естественно, сами из республиканского бюджета тоже добавили. И у нас получился такой замечательный детский технопарк, в котором дети получают современное дополнительное образование. Следующим таким наверное, одним из важных таких событий не только, наверное, этого года, но и вообще в целом является проведение первого съезда учителей родных языков, литературы и культуры из числа коренных малочисленных народов Севера. Этот съезд всероссийский был проведен при непосредственной организации Министерства образования и науки нашей Республики Саха-Якутия и Института национальных школ в городе Санкт-Петербурге. Здесь я бы хотел, конечно, особую такую благодарность выразить руководителю нашей делегации, организатору всего этого мероприятия Федосии Васильевне Габушевой, первому заместителю министра образования и науки Республики Саха-Якутия, который также является председателем Совета по языковой политике нашей республики. На этом съезде, конечно же, были затронуты очень важные, актуальные вопросы именно по языкам коренных малочисленных народов Севера, вопросы сохранения, развития этих языков. И те решения, которые приняты во время этого съезда, конечно же, помогут в дальнейшем как-то этот вопрос решать. Дальше, у нас интересно прошел очередной республиканский этап нашей такой большой программы «Шаг в будущее». На республиканской конференции Иникига Харды «Шаг в будущее» имени Ларионова приняло участие более 1200 участников, которые представили свои проекты в этот раз не только на русском языке, но и еще и на английском языке. То есть здесь мы начали отбор уже на международные интеллектуальные игры, и те ребята, которые показали хорошие результаты, попали, кандидаты в сборную на международные интеллектуальные игры. И уже сами международные интеллектуальные игры, которые прошли у нас в июле, конечно же, прошли на таком очень высоком уровне. Конечно, они широко освещались в прессе и у нас в республике, и через сайты, через другие средства массовой информации. За этим следили со всего мира, можно сказать. Да? И здесь я бы хотел отметить, что такое очень большое количество стран, которые приняли участие, да, всего, если говорить не только о детях, но и о взрослых, об экспертах, о тьюторах, о руководителях, да, получается, 39 стран приняло участие всего, включая Россию, да. А если говорить непосредственно о участниках, детях, да, которые приняли участие в мероприятиях международных интеллектуальных игр, то это
181 школа из 18 стран. При этом, поскольку некоторые школы принимают детей из других стран, то всего вот этих детей было из 21 страны. Значит, около 800 детей всего приняло участие. Да? А всего аккредитованных участников было более 1500. И кроме аккредитованных участников, да, вот в рамках Международного симпозиума по научному образованию у нас приняло участие более 1500 педагогов, не только педагогов, да, вот с нашей республики, с России и из-за рубежа. На симпозиуме обсуждали как глобальные вопросы, касающиеся в целом образования, да, так и конкретно вот наши проблемы. Мы рассказали свои подходы, как мы, значит, развиваем образование у нас в республике, и выслушали мнение наших коллег из других регионов, из других стран. И, конечно же, получили вот такой очень хороший опыт общения и вот какие-то, значит, их советы, пожелания мы, наверное, будем учитывать в нашей дальнейшей работе. Вот это вот я остановился на международных интеллектуальных играх. На самом деле у нас еще между, вот, скажем, до этих игр еще прошло 2 крупных мероприятия. Значит, это, во-первых, Международный летний институт непосредственно для педагогов. Приняло участие порядка 1200 участников, также вот с нашей республики. И здесь я бы отметил, что среди гостей, среди, значит, таких вот лекторов, среди тех, кто проводил семинар, это был, значит, председатель профсоюзов учителей Сингапура Майк Тируман, который вот провел мастер-классы, занятия с нашими руководителями образовательных организаций. Значит, ну, в основном тематика была связана с таким методическим лидерством. Да? Ведь не секрет, что самые лучшие результаты показывают дети тех школ, где директора как раз-таки являются именно методическими лидерами, а не просто хозяйственниками. Вот. И кроме этого у нас прошла традиционное наше мероприятие, традиционная сельская педагогическая ярмарка. На этот раз она прошла в горном районе. Вот. Приняло участие также порядка 1500, ну, почти 2000 участников, которые презентовали свои проекты и, конечно же, обменивались вот опять же своим опытом. Вот такие вот крупные организационные мероприятия. Да? Если говорить еще вот теперь уже переходя к среднему профессиональному образованию, из организационных мероприятий у нас еще 2 я бы отметил. Это проведение, во-первых, отборочных соревнований к финалу национального чемпионата WorldSkills. Ну, также у нас еще, как вы догадываетесь, летом всегда достаточно тоже горячо. У нас проходит и единый государственный экзамен, у нас и летняя кампания отдыха, оздоровления. В этом году эта летняя кампания у нас проводится примерно на том же уровне, как и в прошлые годы. Несмотря такое на некоторое снижение количества лагерей, мы общий охват не уменьшили. Снижение у нас, вы знаете, у нас как бы стихия мешает нам, да, значит, где-то паводок, значит, затронул лагеря, да, в том числе, вот, например, в Амгинском улусе. Ну вот те дети, которые пострадали от паводка, у нас таких вот по заявкам муниципалитета было 633, прошли отдых оздоровления у нас в Сосновом Бору. Ну и также довольно-таки большое количество детей отдохнуло за пределами нашей республики, значит, в Орленке, в Океане, значит, в Артеке. Вот такие вот у нас основные события прошедшего года. Ну, такой насыщенный год прошел, да? И вот уже скоро, вот 22 августа, начнется августовское совещание. Какие вопросы будут подниматься? Можете это рассказать, пожалуйста? Да, значит, вот я еще к первому вопросу еще добавлю о том, что у нас достаточно успешно, на самом деле, проводится кампания по государственному, значит, итоговой аттестации, то есть ОГЭ и ЕГЭ. У нас также результаты ЕГЭ, в принципе, достаточно стабильные. Наши ребята по предметам, значит, в принципе, результаты их в течение последних лет достаточно, ну, такие, не ухудшаются, скажем так, по некоторым предметам улучшаются. Есть 100-бальники. Вот, и отрадно, что вот по таким сложным предметам, как математика, информатика, да, у нас по 2 100-бальника, да, по физике 1 100-бальник, по литературе 1 100-бальник, да, и 22 100-бальника у нас по русскому языку. Для вот нашей республики это тоже вот хороший результат. Ну, что касается вот августовского совещания нашего, да,
Конечно, оно проходит под некоторой такой эгидой, можно сказать, наших нового, так сказать, как бы старта, шестилетия, когда у нас определяются новые национальные проекты. Значит, вот те проекты, которые касаются именно нас, это национальный проект образования, национальный проект демография, национальный проект наука. Вот в рамках этих национальных проектов сейчас идет работа по формированию федеральных проектов. Значит, ряд таких вот совершенно новых федеральных проектов имеются, такие, скажем, как «Современный родитель», да, где большое внимание уделяется именно тому, чтобы родители уделяли внимание раннему образованию, раннему воспитанию детей. Да? Потому что вот, не секрет, что все закладывается именно в самом раннем возрасте, то, как ребенок пойдет дальше, значит, в жизнь. Да? Поэтому этому аспекту уделяется такое значительное внимание. Да? И вот в проекте «Демография» я бы хотел отметить, что речь идет, например, о строительстве значит, детских садов. Буквально недавно мы работали над ликвидацией очередности для детей от 3 до 7 лет. Сейчас мы уже решаем задачу для детей от 2 месяцев до 3 лет. И вот мы плотно работаем, значит, с нашими федеральными структурами, и, соответственно, мы добились федеральной субсидии на 2 года в размере более чем 1 миллиард рублей, почти 1 200 000 000. Да? Мы должны сейчас усиленно строить, значит, такие вот детские сады, ясли для детей младшего возраста. Вот. Ну и, значит, конечно, большое внимание по-прежнему уделяется дополнительному образованию. Здесь мы также на самом деле неплохо выглядим. В этом году у нас 100-летие дополнительного образования в России отмечается. Да? Но к 2020 году в России стоит задача охватить дополнительным образованием 75% детей всей России. Мы же себе ставили эту задачу выполнить в 2017-2018 году, и уже по 2017 году у нас вот предварительные результаты показывают, что мы эту задачу выполнили. Дальше, значит, вот во время, значит, августовского нашего совещания мы, значит, планируем, что будет выступление, обращение руководителя нашей республики Айсена Сергеевича Николаева, да, обращение ко всему населению, ко всему обществу нашей республики, поскольку образование сейчас становится таким, что оно затрагивает каждого, не только систему образования, да, но и все те, кто как бы не относится к системе образования, они должны либо сами получать новое образование, да, в имеющихся реалиях, например, нужно уметь уже работать, и вот, например, очень хорошо, значит, разбираться в цифровых технологиях. Вот, поэтому каждый должен как бы некоторый ликбез хотя бы для себя или для своей работы обязательно выполнить. Да? Кстати, у вас в программе было указано то, что будет подписание договора вместе с представителями из Финляндии. Да? Можете об этом подробнее Да, сказать? на самом деле вот получается вот это международное направление, которое мы вот развиваем в нашей республике, вот и значит, международные интеллектуальные игры, и там международная исследовательская школа, которую мы в прошлом году проводили, Азиатская физическая олимпиада, да, значит, и вот сейчас, значит, работа с, значит, коллегами из Финляндии, да, вы же знаете, что Финляндия это самая такая передовая страна в образовании, да, вот, наряду с Сингапуром, например, поэтому мы с ними стараемся наладить хорошие контакты, взаимоотношения, чтобы получать у них те методики, благодаря которым они лидируют вот в мировом образовании. Да? И должна приехать руководитель департамента образования города Хельсинки Лиза Пахаланин, да, и должен приехать также директор одной из ведущих школ Финляндии Ресу Лука. Вот, и, соответственно, мы будем с ними договариваться о совместных проектах, в том числе в области международного бакалавриата. Вы же знаете, что у нас строится международная арктическая школа, да, которая вот должна быть флагманом такой в международном образовании в нашей республике. Да? Ну и вообще, как говорится, сейчас все двери открыты. Открытое образование позволяет детям строить свою персональную образовательную траекторию, используя ресурсы всего мира. Да? И мы должны предоставить детям такую возможность. Ну и в заключение хотелось бы узнать, какие направления развития системы образования вы видите?
Ну вот, если говорить о направлениях значит, развития нашей системы образования, да, понятно, что вот перед нами, президентом страны, поставлены две ключевые цели. Первая цель — это чтобы российское образование стало одним из лучших в мире, а точнее попало в десятку лучших по общему образованию. Да? И здесь Республика Саха-Якутия должна быть одним из лидеров. А раз уж мы проводим такие крупные мероприятия, много уделяем внимания образованию, дополнительному образованию в том числе, да, то мы должны как бы быть впереди. Да? Вот. А также вторая цель, которая поставлена президентом страны, это воспитание гармонично развитых личностей. Да? Вот на основе духовно-нравственных ценностей своих народов. Да? Поэтому в этом плане у нас обязательно должно быть уделено большое внимание воспитательной работе. Да? И здесь роль, конечно, не только школы. Значит, это во многом определяется воспитание именно в семье. Вот. Сейчас мы готовим концепцию воспитания детей и молодежи вот, по всем уровням образования. Да? Вот. И она уже достаточно много сейчас уже обсуждалась вот, на разных общественных площадках. Да? И вот на августовском нашем совещании мы также планируем обсуждение, наверное, какие-то вот, и уже будем утверждать эту концепцию, на основе которой сейчас уже готовится программа РКЕ, также вот направленная на воспитание вот таких вот ответственных личностей, которые будут, вообще говоря, развивать нашу республику. Владимир Анатольевич, спасибо большое за беседу. С вами была передача «Акцент». До скорых встреч!